Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях Большой Республики и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Как дальше жить Дальнему Востоку? Как вывести округ в лидеры по России? Обсудили на Камчатке. В приоритете у регионов снижение смертности и повышение рождаемости. Только как это сделать, если есть проблемы с жильем, здравоохранением и дорогами? В национальном проекте акцент сделан на региональных дорогах, в то время как 70% ДТП и 40% погибших приходится на муниципальные дороги. Не с кем было пообщаться. Депутат Юрий Садовников поскандалил с летчиками в гостиничном номере. Потасовка, по словам пилотов, возникла из-за отказа выпить с народным избранником. Что ждет Садовникова? Депутат? Какой ты депутат, а? Откуда ты взялся, депутат? Первый в Якутии природный парк Ленские столбы приобрел статус национального. Почему некоторые жители региона выступали против, что теперь ждет объект всемирного наследия ЮНЕСКО, мы развеяли мифы и пообщались с представителями других национальных парков России. Я считаю, что это не только наше достояние, это международное достояние. Вперед к мечте! Агитпоезд с комсомольцами-строителями Байкало-Амурской магистрали завершил путешествие. Пассажирские вагоны стартовали из Берка-Кита и доехали до Нижнего Бестяха. В нашем репортаже о невероятных историях и подвиге стройотрядовцев. Страна сказала надо, студенты строят ряды, сказала ваши руки стране сейчас нужны. Прощайте, мамы, папы, доклады, рефераты. Прыжок, взлет и аккуратное падение. Фестиваль водного экстрима завершился в Нерюнгре. Кто приехал на местное водохранилище и какие советы опытные участники дают новичкам? Соревнования по клифф-джампингу, прыжки в воду с 4 и 8 метров. Но есть одно «но». Участвовать в них могут только лица, достигшие 18 лет. Запасаться ведрами с водой не надо. Хотя в Якутии действует 28 природных пожаров, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщают в региональном управлении МЧС. Общая площадь возгорания 695 тысяч гектаров, в тушении задействованы 123 человека и 12 единиц техники. Накануне лесопожарную обстановку в Якутии обсудили глава МЧС России и руководитель региона. Евгений Зиничев призвал Айсена Николаева обратить особое внимание на профилактические мероприятия в лесах и меры по ликвидации очагов природного возгорания. Необходимо своевременно оповещать и информировать население, проводить ежедневный мониторинг природных пожаров. И к этой работе активно нужно привлекать глав муниципальных образований, руководителей организаций, собственников и арендаторов земель. Николаев и Зиничев обсудили восстановление Якутии после разрушительного паводка этой весной, в том числе выплаты пострадавшим от стихии и восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры. Напомню, республике перечислили деньги из Федерального резервного фонда для ликвидации последствий половодья. Источник финансовых средств – Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Общий объем – 587 миллионов 307 тысяч рублей. Оказание единовременной материальной помощи – 39 миллионов 780 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 65 миллионов 450 тысяч рублей. Помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости – 131 миллион 700 тысяч рублей. Проведение аварийно-восстановительных работ – 128 миллионов 150 тысяч рублей. Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах – 222 миллиона 223 тысячи рублей. Но это неотложные задачи. Дороги, здравоохранение, интернет, строительство – уже перспектива. Как ее приблизить, обсудили на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Сегодня главная цель – выполнить майские указы президента России. В прошлом году на Дальнем Востоке, по данным Росстата, зафиксирован рекордный прирост инвестиций – более 17%. В территориях опережающего развития заработали 150 новых предприятий. Это сотни миллиардов рублей инвестиций. Однако, по словам главы Минвостокразвития России Александра Козлова, Дальний Восток по-прежнему отстает по многим показателям от центральных регионов страны. В приоритете повышение рождаемости и сокращение смертности, но пока ситуацию не удается переломить. Отдельная задача – снижение смертности на дорогах. Основная причина – низкое качество автотрасс.
Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 1500 населенных пунктов в весенне-осенний период остаются отрезанными от транспортных коммуникаций. Практически половина автодорог в округе грунтовые и сезонные. Не завершено формирование опорной сети автомобильных дорог, в первую очередь в северных регионах – Якутия, Магадан, Чукотка. По этим причинам уровень смертности от ДТП на Дальнем Востоке выше среднего по стране. Требуется привести в нормативное состояние региональные и муниципальные дороги. В национальном проекте акцент сделан на региональных дорогах, в то время как 70% ДТП и 40% погибших приходится на муниципальные дороги. Чтобы снизить смертность на Дальнем Востоке, уверены в правительстве России, нужно принять срочные меры. Требуется строительство 300 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в труднодоступных и сельских территориях. Актуальными остаются вопросы санитарной авиации. Дефициты в квалифицированных медицинских кадрах, особенно по узким специальностям – стоматологи, детские педиатры, гинекологи. Отдельный вопрос недофинансирования системы здравоохранения. Здесь основной источник – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В первую очередь это касается 4 дальневосточных регионов, кроме Якутии это Камчатка, Магадан, Чукотка, в которых индекс бюджетных расходов у нас выше, чем нормативный минфиновский. Из-за этого, например, Республика Саха-Якутия порядка 4 миллиардов рублей сегодня имеют как раз нехватку денег в фонде медицинского страхования. Это, конечно же, касается вопроса уже и оплаты труда медицинских работников. Мы очень надеемся, что вот все-таки Минфин и Минздрав России сейчас смогут этот вопрос решить. Нужно решить и проблему с авиасообщением на Дальнем Востоке. Например, в Хабаровском крае резиденты Свободного порта выступили с инициативой построить в аэропорту Майгатка новый аэровокзальный комплекс. Ранее резидент ТОР Южная Якутия, угольная компания «Колмар», вызвался построить аэропорт в Ниренгринском районе. Вопрос реконструкции и строительства аэродромов в Якутии обсудили и в начале июля глава региона Айсен Николаев и министр транспорта России Евгений Дитрих. В приоритетном списке оказался и Ленск. Аэропорт Ленска был введен в эксплуатацию в 1964 году. Здание аэровокзала построено в 1981. С того самого момента реконструкции и ремонтов не проводилось. Аэропорт имеет 2 грунтово-взлетно-посадочные полосы, которые во время сильных осадков постоянно раскисают. Рейсы приходится отменять. Когда осадки происходят, у нас полоса размыкает, и мы не можем принимать самолеты Ан-24 и более мелкие. Поэтому мы вынуждены закрывать аэродром для приема воздушных судов. Авиакомпании, стараясь сохранить наработанные маршруты и рейсы, вводят в эксплуатацию новые типы самолетов. Для их приема и обслуживания требуется и новое оборудование, качественная взлетно-посадочная полоса и, конечно, аэровокзал с большей пассажировместимостью. Пока не появится новая взлетно-посадочная полоса, у Ленского аэропорта не будет возможности принимать современные самолеты. Самолеты Ан-24 и Ан-26 авиакомпании стараются снимать с рейсов, так как эта модель не экономична. И билеты на самолет этого класса обходятся пассажирам очень дорого. Самолет Ан-24, Ан-26, хоть он технически надежный, конечно, хороший самолет, но он не экономичный. Если бы у нас провели реконструкцию полосы, это бы дало возможность прийти сюда новой техники, более современным самолетам, более комфортабельным, а самое главное, более экономичным. Но, к сожалению, пока не будет полосы, нам не о чем мечтать. Так получается, что в скором времени, если не провести реконструкцию, с Ленского аэропорта можно будет улететь только на вертолете. Сегодня аэропорт осуществляет вылеты на самолетах только по 2 направлениям – до города Иркутск и Якутск. В другие города России ленчанам можно улететь из аэропорта города Мирный, до которого можно добраться, преодолев 240 километров по грунтовой дороге. По Мирнинской трассе 21 век вот сейчас. Мы не можем ездить нормально на Мирный. Дождь прошел, все невозможно проехать. Невозможно. Как так-то? Аэропорт здесь не можем улететь, только в Новосибирск. На Москву надо в Мирный ехать. Везде в Мирный надо ехать. А как туда ездить? 40 лет. Я вот детей увозил сейчас, вот буквально вот дождь был. Ну невозможно. 6 часов ехать до 200 километров. Ну что это такое-то? Та дорога, которая Ленск-Мирный, я повторюсь, что она небезопасная. Если бы у нас была хорошая трасса, мы бы еще ездили в Мирный. А ездить по той трассе в летний период, она может быть и пыльной, а может быть и грязной, такой, что не проехать.
Уже на протяжении 40 лет, как вспоминают жители, идет речь о реконструкции аэропорта. И эти долгие годы эта тема так и остается на уровне разговоров. Аэропорт – больная тема, которая уже муссируется на протяжении лет 40. И пока, по крайней мере, он не выдвигается ни влево, ни вправо. Средств на то, чтобы провести реконструкцию, требуется довольно много. По примерным подсчетам, порядка 6 миллиардов рублей. Это включая взлетно-посадочную полосу, строительство нового здания аэровокзала, реконструкцию объектов энергетики, создание водосточной дренажной системы, ну и других объектов, включая склад ГСМ и прочее. Это вот основные объекты, которые необходимо реконструировать для того, чтобы привести его в соответствующее состояние нормально. Расчеты проводились для полосы длиной 2,5 километра, 2500 метров, шириной 45 метров. Это из бетона, то есть бетонная полоса. Для приема воздушных судов типа Boeing 737, МС-21, АТ-320. Но до начала реконструкции нужно сделать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу. Процесс этот долгий, он займет около 2 лет. Только после получения всех необходимых документов можно будет начать реконструкцию. Так что линчанам нужно запастись терпением, немного подождать. Вопрос реконструкции аэродрома Ленск поднимается уже на протяжении не одного десятка лет. И поэтому, как он будет решаться дальше, я сказать не могу. Вопрос о внеочередном финансировании реконструкции Ленского аэропорта руководитель республики Айсен Николаев озвучил на встрече с министром транспорта Российской Федерации. Теперь ленчанам остается только ждать, что вопрос будет решен положительно. И в скором времени появится в Ленске новый аэропорт. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Кому теперь точно не до полетов? Депутату, заместителю генерального директора ГУП ЖКХ Якутии Юрию Садовникову. История произошла 5 августа в Уснере. В 3 часа ночи народный избранник вломился в гостиничный номер к отдыхающим летчикам. Садовников предложил экипажу выпить перед утренним рейсом. Пилоты отказывались, депутату не понравилось. Сначала он угрожал соседям увольнением, так рассказывают сами пилоты. Затем и вовсе перешел в наступление. Решил добиться своего с помощью кулаков. Не получилось. Свяжи, депутат. Какой ты депутат, а? Откуда ты взялся, депутат? А? Давай. Летчики вызвали полицию. На Юрия Николаевича составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». От медицинского освидетельствования отказался, сообщают в региональном МВД. Как Садовников комментирует данную ситуацию? А вот что он сказал одному из интернет-изданий. В 4 часа я спал у себя в номере. Пилоты плеснули мне водку в лицо, вытащили в коридор, устроили потасовку. На съемке видно же, что я спал. Хотя смешного мало. Юрий Садовников собирался участвовать в выборах депутатов Госсобрания Якутии этой осенью от Колыма-Индигирской группы. После пьяного конфуза его исключили из партийных списков кандидатов. Депутатская карьера бесславно завершена. Теперь в отношении Садовникова, как заместителя генерального директора ГУП ЖКХ Якутии, проводится проверка. Его поведение, считает региональное руководство, является недостойным представителя управленческой категории. Нарушил Садовников и кодекс поведения госслужащих Якутии. А там ведь все просто. Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия, проявления пренебрежительного тона в адрес граждан. Репутация не просто подмочена, уничтожена. Высока вероятность, что готовиться к отопительному сезону ГУП ЖКХ Якутии будет уже без Садовникова. Сегодня все коммунальные системы готовы к зиме на 68%. В порядок привели больше половины котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В активной фазе завоз топливно-энергетических ресурсов. Однако, как выяснил наш корреспондент Юрий Осипов, есть проблемные вопросы. Дома растут как грибы после дождя. Район Абырал на Сергеляхском шоссе активно застраивают. Старая котельная не справляется с растущей нагрузкой. Старое основание, которое было на старой котельне, оно уже прогнило. Мы полностью укрепили его, увеличили и сделали новое основание под бетонное, под насосное оборудование. И оставили, от старого основания оставили только, в принципе, только опоры. Начали работы были начаты в первой декаде июля этого года. Котельная полностью переоборудована. Заменены котлы. 2 старых, которые вырабатывали 3,9 мегаватт энергии, отправили в утиль. Новая котельная Абырал будет производить 8 мегаватт электроэнергии. Около половины из них рассчитана на новый республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Сдать объект планируют к началу учебного года. Всего в Якутске собираются построить и реконструировать 5 котельных.
Из 3048 многоквартирных домов к отопительному сезону готово 86%. Промыта система отопления и водоснабжения. По объектам энергетики якутскими электрическими сетями запланировано в этом году 73 ремонта и замена 73 километров сетей. Из них 53 километра – это ветхие сети. На сегодняшний день процент исполнения составляет 54%. На особом контроле социальные объекты Якутска. Их готовность к зиме составляет 84%. По сообщениям Министерства ЖКХ региона, Якутия готова к зиме более чем наполовину. Однако не обходится без проблем. В Алдане подготовка крупнейшей теплоцентрали отстает от графика. РМЗ готова у нас на 40%. Наши корпоративные закупки, то, что материалы планировались, все они отыгрались, они практически все уже вышли. То есть к 6 сентября мы зайдем с 2 котлами в сезон. То есть резерв у нас будет однозначно. Власти Алдана просят не ругать ремонтные бригады. Говорят, вина на жителях, которые не платят за коммуналку. Это не красит меня как главу, но тем не менее я еще раз обращаюсь, чтобы не было у нас потом недоразумений и претензий до выяснения в суде. Прошу погасить задолженность или заключить договор реструктуризации. Сегодня закон позволяет все. Подготовка к отопительному сезону под усиленным контролем. В настоящий момент мы всем ресурсоснабжающим организациям вручили предостережение о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства и о надлежащем запуске к началу отопительного периода. После, посмотрим на их действия. Если что, конечно, будем принимать меры. По всей республике должны подготовить 1255 котельных, 1993 метра сетей водоснабжения, 918 метров сетей водоотведения, 144 дизельных электростанций и 26 тысяч километров линий электропередач. Проблемные вопросы есть, возникают. В рабочем порядке все урегулируется и все решается. Юрий Осипов, Руслан Павлов, Григорий Охлопков, Джулустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся и вот о чем расскажем далее. Первый в Якутии природный парк Ленские столбы приобрел статус национального, что теперь ждет объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вперед к мечте! Агитпоезд с комсомольцами, строителями Байкало-Амурской магистрали завершил путешествие. Пассажирские вагоны стартовали с Беркакита и доехали до Нижнего Бестяха. Прыжок, взлет и аккуратное падение. Фестиваль водного экстрима завершился в Нерюнгре. Кто приехал на местное водохранилище? Вы смотрите «Якутия. День за днем», рассказываем о главных событиях. Итак, цифра недели 160. По некоторым подсчетам, столько национальностей проживает на территории России. Татары, башкиры, чеченцы, якуты. У каждой народности собственный язык. Теперь жители республик смогут выбрать, какой их дети должны изучать в качестве родного. Соответствующий документ подписал президент России. Не считаешь татарский родным, изучать только государственный русский. Простой принцип. Хотя первая редакция закона вызвала массу споров, она предполагала преподавание и изучение государственных языков республик на добровольной основе и не в ущерб русскому, то есть ждала судьба факультатива. Законопроект доработали, возникла другая проблема. Оказалось, что в России существуют федеральные образовательные стандарты только по 11 родным языкам, а утвержденных учебников еще меньше. Сарглана Захарова пообщалась с экспертами, представителями различных национальностей и чиновниками от образования. Закон об образовании, а именно статьи 11 и 14, раскололи общество. Одни считали, что формулировка «добровольное изучение родного языка» – выражение конституционного права человека на свободу выбора, а другие заподозрили неладное. Слишком общими словами описан регламент. Главное опасение – родной язык уйдет на второй план или вовсе исчезнет из учебных программ. Мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы это выходило за пределы таких парков, за пределы таких митингов. Первое чтение законопроекта в Госдуме прошло
в июне. Тогда против выступили депутаты Татарстана. Документ приняли, но с условием доработать. Правительство Якутии сразу направило предложение. Было предложение о том, что изучение родных языков должно осуществляться на добровольной основе. Но так как это конституционное право граждан, и граждане имеют право получать образование на родном языке, мы предложили, чтобы данный вариант был исключен. И в третьем варианте, в окончательном варианте закона, этого упоминания о добровольности нет. В окончательном варианте 11-я статья Федерального закона об образовании России обновилась. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучение государственных языков Республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка. 14-я статья, которая вызвала больше всего споров, дополнилась. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка государственных языков Республик Российской Федерации, осуществляется по заявлениям родителей, законных представителей, несовершеннолетних обучающихся при приеме, переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования. За сложными бюрократическими описаниями простой принцип. С этого учебного года родителям первоклашек и учащихся 5 классов нужно писать заявление с указанием основного языка обучения. Это касается теперь и русскоязычных классов. Родные языки сохранили в обязательной программе, только вопросов меньше не стало. Например, не будут ли ущемлены права детей, которые выбрали в качестве родного языка не русский язык? Не будет ли так, что родной язык, вернее, русский язык как родной, это просто дополнительные часы по русскому языку? Делать выводы рано. Изменения в законе – лишь начало. За ними последуют серьезные перемены в государственных образовательных стандартах и учебных программах. В Госдуме считают, закон позволит обратить еще больше внимания на проблему родных языков. В этом плане дана свобода и возможность людям выбирать тот язык, потому что без национальных языков невозможно тоже в нашей многонациональной стране, потому что язык – это первое, что определяет этнос. И ликвидация этих языков, допустим, неизучение, уменьшение количества изучения, это приведет к тем последствиям, которые непредсказуемы. Якутяне рады. Родной язык в регионе не только якутский, но и эвенский, венкийский, юкагирский, долганский. Все останутся в школах, а значит, не исчезнут с последними носителями древней культуры. Я думаю, обязательно. Свой язык обязательно надо знать. Народ, который теряет свой язык, это уже исчезающий народ. Поэтому каждый народ, он должен сохранять свой язык. В Верхнеколымском улусе есть село Нельмное. Там действительно изучает юкагирский язык. Там и молодежь поет, и танцует. Языки, почти исчезнувшие в советское время, возрождаются. Школа играет не последнюю роль. Михаил Кривошапкин, эвен, говорит на родном языке с детства. Конечно, тоже изучение языка в школах очень-очень важно, я думаю. Если, например, случится такая ситуация, что языки уберут, владение родным языком среди коренных малочисленных народов Севера, в частности, аванов, может резко уменьшиться. Школа дала знания, с которыми парень делится сегодня с другими представителями коренных малочисленных народов Севера. Пишет стихи о любви и гордости за свой народ. Сахатыла сайдым, багарабын сайды демберке эренебин. Эти слова принадлежат одному из прародителей якутской литературы, основателю и первому директору Института изучения языка и культуры, видному политическому деятелю Платону Аюнскому. Еще в начале 20 века он завещал своим потомкам сохранять и беречь свой родной язык. И верил, что даже спустя столетия якутский язык будет жить и развиваться. Сарглана Захарова, Артем Алексеев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Не меньше споров вызвала другая новость с пометкой «национальный». Природный парк Ленские столбы повысили в статусе. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО стал национальным достоянием. Заповедник создают, чтобы сохранить природу в долинах рек Лена и Ботума. Охранять будут 464 вида растений, 38 видов млекопитающих, 105 видов птиц. Из-за чего же конфликт?
Те, кто за смену статуса ленских столбов, говорят, природный парк станет более ухоженным, туристов сможем привлекать. Противники категоричны. Жители близлежащих сел не смогут охотиться, а часть территории займут коммерческие стройки. Так ли это, разбирался Дмитрий Тымыров. Это будет огромная территория площадью более 1 200 000 гектар с уникальным природным фондом. Знаменитые ленские столбы были включены в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Первый национальный парк в Якутии и 55-й в России. На территории ленских столбов есть растения, которые не встречаются нигде в мире. Редкие животные и птицы, занесенные в Красную книгу. С новым статусом территория парка сократится. Площадь парка на сегодняшний день занимает 1 350 000 гектар. Но в постановление правительства вошла территория 1 217 000. Это говорит о том, что у нас кластерный участок Синский площадью порядка 84 000 гектар, оно остается в собственной республике, оно не передает федералам. Сегодня территория заповедника охватывает Алданский, Алекминский и Хангаласский районы. Сведения о границах национального парка Ленские столбы внесут в единый государственный реестр недвижимости до 1 декабря 2020 года. То, что вышло постановление правительства, только начало работы. Сейчас должно выйти еще распоряжение, приказ Министерства природных ресурсов о создании федерального бюджетного, государственного бюджетного учреждения. Пойдет процедура назначения директора. Насколько мне известно, назначение директора будет проходить с подачи нашего руководства республики и согласованное с Министерством природных ресурсов. Увеличится размер финансирования. Если сегодня из республиканского бюджета выделяется 16 миллионов рублей, то после изменения статуса сумма вырастет до 50 миллионов рублей. При этом должны появиться новые направления. Это экологический туризм, научная деятельность, инспекторская деятельность, обновление средств, основных средств, и так далее. Смену статуса парка Ленские столбы поддерживает общественность Хангаласского района. Идею поддержали еще в 2015 году. Население было очень хорошо обработано противниками федерализации. Провели работу, объяснили людям, что вот как все это было, так и будет. Просто это статус парка поднимется на более высокий уровень. Аналогичного мнения придерживаются и жители города Якутска. Мы должны это место должны сохранять для себя, для детей, для будущего поколения. Очень даже поддерживаю, потому что мы на днях с семьей, с друзьями вот ездили. И видите, вот какая прелесть. И вообще сейчас этот парк очень ухоженный. Я считаю, что это не только наше достояние, это международное достояние. Построить там какие-то туристические базы. Расширить, наверное, зону. Земли национального парка запрещено передавать в частную собственность или переводить в другую категорию разрешенного использования. К примеру, регистрировать заповедники как часть лесного фонда. Заповедники, национальные парки, заказники. Чтобы на них никто не покушался, в том числе бизнесмены, которые пытаются завладеть этими землями и что-то на них построить. Запретят создавать скотомогильники, устраивать свалки промышленных и бытовых отходов, строить спортивные площадки. Статус национального парка создаст условия для проживания коренных малочисленных народов. Заповедник Чекой в Забайкальском крае стал национальным 4 года назад, чтобы была возможность сохранить кедровый лес и южно-сибирскую тайгу. В первую очередь изменение статуса нашей территории позволило нам увеличить штат. В настоящее время работает 70 сотрудников, которые обеспечены стабильной заработной платой. Конечно же, увеличено было финансирование организации. И в настоящее время на стадии становления парка приобретается современное оборудование, техника. С новым статусом парка расширился и его функционал. Имея статус национального парка, мы приобрели не только природоохранные функции, научно-исследовательские и эколого-просветительские деятельности, и сохранение историко-культурного наследия нашей территории. Руководство парка Чекой поддерживает и местная общественность. Будет ли аналогичная ситуация в Якутии? Объединится ли население, чтобы сохранить
уникальную флору и фауну, ответить сложно. Национальный парк «Ленские столбы» звучит гордо. Главное, чтобы вместе с громкими словами были конкретные дела. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. На следующей неделе запустят мультимедийный сайт Национального парка «Ленские столбы». Новые технологии, инновации, цифру активно внедряют в регионе. Якутск может стать первым цифровым городом на вечной мерзлоте, уверен министр инноваций региона Анатолий Семенов. Он считает, что столица республики подходит под город-инноватор, компактный и комфортный. В каждой школе нужно открыть классы программистов и дизайнеров, тогда будут кадры для инноваций. Есть от цифровизации практическая польза. За счет конференц-совещаний количество командировок с районов сократилось на 30%. В этом году собираются внедрить онлайн-расписание паромов. О якутских инноваторах, которые шокируют не только экспертов, но и федеральных министров, Анастасия Кобызева. Сколько человек посещают торговый центр каждый день, в каких магазинах чаще бывают? Данные не для шпионажа, для рекламы других товаров. В рамках закона. Современную систему Хукейм Wi-Fi разработали в Якутии. Система представляет собой перепрограммированный Wi-Fi роутер, который устанавливают в торговых помещениях. Он собирает метки смартфонов посетителей, а затем при помощи сервисов Яндекс и Mail.ru покупатели могут видеть рекламу данного магазина. Система работает независимо от того, включен Wi-Fi на сотовом или нет. Сейчас технологию дорабатывают, пока применяют в магазинах и ресторанах. В сентябре разработчики планируют запустить пилотный проект в школах. Если мы поставим наше оборудование в классе, то мы будем четко знать, получать сигналы в виде СМС, либо пуш-уведомлений, что мой ребенок точно зашел в класс, что он там начал обучение и во сколько он вышел из этого класса. За 1 год у проекта несколько грантов. На конкурсе в Сколково молодая компания выиграла 2 миллиона рублей. Якутяне привлекли внимание и ведущего IT-университета страны Иннополиса. Для розничного ритейла это очень интересное приложение. Мы хотим применить ее на АЗС, на наших. У нас 500 сеть 500 АЗС Татнефти. Вот буду предлагать этот проект. Робот-уборщик, IT-школа, управление жильем через смартфон удивили экспертов из Татарстана. Я просто в шоке от такого качества, от такого классного качества образования, которое здесь уже есть в IT. Мы сегодня увидели несколько стартапов, которые уже сейчас мы везем в университет Иннополис. Резиденты якутского технопарка удивили не только представителей Иннополиса, но и министра цифрового развития страны Константина Носкова. С лестничной площадки чувствуется, что за бизнес. Якутский чай из дикоросов – первое, с чем познакомился Носков. Производство полного цикла в тесном сотрудничестве с биологами, рассказывают авторы проекта. Министру самый северный чай пришелся по вкусу. Этого добра достаточно хватает, тем более у нас экология, вечная мерзлота, вот в этом и наша вся сила. Но бизнес сезонный получается? Да, у нас сезонный, у нас вот сейчас где-то вот 1,5-2 месяца, вот сейчас как раз заканчиваем. А вот мраморных сомов и гигантских креветок отведать не удалось. Их лишь пробуют выращивать в условиях замкнутого водоснабжения. Креветка при правильном кормлении достигает веса почти 1,5 килограмма. Она неприхотлива и не подвержена различным заболеваниям. Объем производства сомов пока 2 тонны в год. В перспективе планируют увеличить до 14. Константин Носков побывал у биотехнологов. В лаборатории изучают внеклеточный матрикс. С его помощью можно будет выращивать части тел или целые органы. Наши ученые за основу берут мочевой пузырь свиньи, сердце и сухожилия северного оленя. Мы берем орган, подключаем его к прибору, и в течение нескольких дней вымываются все клетки. Остается просто внеклеточный слой, состоящий из структурных белков и гликопротеидов. И вот этот комплекс, который остается, и мы используем как сказать, можно метафору провести. Жильцы, например, это клетки, а матрикс – это дом. И клетки организма начинают заполнять матрикс, формируя уже готовый орган. В частности, например, чем мы занимаемся, это кожа человека. Много очень интересных проектов. Понравилось то, что этот технопарк сделан собственными силами. Этот технопарк вырос сам по себе, без
федеральной поддержки, в том числе и в нашем министерстве. Мы строили много технопарков, но очень радует, что появляются такие примеры, когда есть история успеха без большой финансовой поддержки из Москвы. Проекты наших инноваторов доказывают, Якутия не отстает от всего мира. Идеи наших компаний востребованы не только в России, но и за рубежом. Технопарк открыли в 2012-м. Тогда там было всего 15 резидентов. Сегодня около 100. Многие уже стали независимыми, за годы работы закрепились на рынке республики. В ближайшее время в Якутске откроют IT-парк, который станет дополнительным толчком для развития отрасли. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Джолстан Иннокентьев, Якутск. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Вперед к мечте. Агитпоезд с комсомольцами, строителями Байкало-Амурской магистрали завершил путешествие. Пассажирские вагоны стартовали из Беркакита и доехали до Нижнего Бестяха. В нашем репортаже о невероятных историях и подвиге стройотрядовцев. Прыжок, взлет и аккуратное падение. Фестиваль водного экстрима завершился в Нерюнгри. Кто приехал на местное водохранилище и какие советы опытные участники дают новичкам? Это Якутия день за днем. Подводим итоги недели. Железнодорожную станцию Томот-Нижний Бестях сдадут в эксплуатацию до конца года. В техническом плане ничего не мешает. Все упирается в установку тарифов. Из-за этого долгожданное пассажирское движение откроют в первом полугодии 2019 года. Добавлю, сегодня готовность объекта составляет 94%. Построено 439 километров железнодорожного полотна. С 2014 года участок Томот-Нижний Бестях работает в режиме временной эксплуатации. Пока по нему проходят только грузовые поезда, и даже это позволяет экономить 7% на транспортных расходах при доставке продуктов питания. Когда будет введена в строй дорога до Нижнего Бестяха, постоянную эксплуатацию, после ее достройки в конце этого года, мы получим сквозные тарифы по железной дороге среднероссийские. И в итоге это, конечно же, приведет к достаточно уже серьезному, не на 100%, а уже на десятки процентов, по нашим расчетам, снижению транспортных расходов при перевозке грузов сюда до Нижнего Бестяха. Что, конечно же, в конечном итоге скажется на цене товаров у нас в республике. Многолетняя мечта – запуск пассажирских поездов до Нижнего Бестяха исполнится. Мечта не только якутян, но и других жителей регионов России. Комсомольцев, строителей Байкало-Амурской, Амуро-Якутской магистралей. Из Беркакита до Нижнего Бестяха ветераны отправились на агитпоезде «Комсомольской правды». Отмечу, что это первый пассажирский поезд, который остановился в Мегино-Кангаласском районе. Это была необычная поездка из пункта А в пункт Б. Комсомольцы, бамовцы вспоминали годы молодости, борьбу с природой и рекорды, которые не побиты до сих пор. И все под гитарные песни. Среди пассажиров агитпоезда был и наш корреспондент Юрий Осипов. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. В 1977 году Таня приехала на строительство Байкало-Амурской магистрали. Девушка прилетела из Верхоянского района. Сразу попала в состав легендарного комсомольского отряда «Юность Якутии». Биографию планеты пишем мы свою строку. В нашем отряде было 27 человек. Время-то проходит, как говорится, время не щадит никого. Но все мы очень дружные и сплоченные, всегда мы вместе. Строили БАМ всем Советским Союзом. В 1974 году молодой бригадир Александр приехал с Украинской республики. Его бригада установила рекорд, который не побит до сих пор. В 1983 году, когда ударными темпами шли к Витиму, отряд Бондаря уложил 5,5 километров пути за сутки. БАМ – это такой феномен, что вы еще долго будете изучать, как посланцы всех республик, всех краев областей, не ругаясь ничего, построили такую величайшую стройку. Мы не просто строили, мы жили. Александр Бондарь вспоминает, укладка путей – это заслуга десятков человек. Изыскателей, проходчиков, лесорубов, механизаторов, тоннельщиков.
В 1984 году на разъезде Балбухта отряд Бондаря встретился с другой бригадой, которая шла с востока. Ее бригадир тоже герой социалистического труда и друг Александра, Иван Варшавский. Главное, что память остается у нашей молодежи о тех комсомольцах, о тех людях, которые начинали и которые строили БАМ, АЯМ. Друзей и соратников собрал агитпоезд «Комсомольская правда». Путь Беркакит-Нижний Бестях стал воплощением мечты бамовцев. Проводить поезд из Беркакита пришли десятки комсомольцев. Татьяна Кириллова приехала в Нерюнгри в 1986 году вместе с украинским отрядом. Эмоции переполняют. Когда мы приехали сюда, было 50 градусов мороза, и с каким удовольствием мы одевали эти валенки до колен, эти бушлаты. И когда нам на лицо давали такие маски с прорезью, в которых сейчас спецназовцы ходят, а нам давали для того, чтобы мы защитились от холода. И когда мы приходили в столовую, ребята нас стучали по спине и говорили: ребята, давайте быстрее. Мы разворачивались, снимали и говорили: вау, девчонки, да вы все такие одинаковые. А мы радовались, потому что нам было тепло и комфортно в этот момент. В путь по расписанию. До Тамота 16 часов. Мы путешествуем на историческом поезде. Это первый агитпоезд, совершающий поездку между Беркакитом и Нижним Бестяхом. Этот путь соединяет 4 района республики: Алданский, Нерюнгринский, Хангаласский и Мегино-Кангаласский. В вагонах истории о строительстве БАМа, рассказы о якутской природе и песни под гитару. Студенты строят ряды, сказала, ваши руки стране сейчас нужны. Прощайте, мамы, папы, доклады, рефераты. Мы выбираем стройку на контурах страны Якутия. Ты лесами окутана, Якутия, ожерелье из грез. Якутия, над тобой небо синее, сосны пахнут Россию, жаль, вот мало берез. В Тамоте пассажиров агитпоезда встретили с распростертыми объятиями, как близких друзей. Стройка, БАМ и АЯМ по маршруту Нерюнгри-Тамот, Нижний Бестях. История железных дорог Якутии начинается в 1976 году. 2 ноября в республику пришел первый тепловоз. Сегодня по путям ежегодно перевозят миллионы тонн различных грузов. Только за июль 2018 по территории Якутии перевезено 500 тысяч тонн. Если в прошлом году мы говорили о том, что к концу 2017 года мы достигли 4-миллионный рубеж по перевозке груза, то к концу 2018 года мы можем спокойно сказать, что по тем темпам, которые мы сегодня набрали работы, мы перейдем, по всей видимости, 5-миллионный рубеж груза. На следующий день первый поезд с пассажирами прибыл на станцию Нижний Бестях, пока еще не рейсовый. Протяженность железнодорожного полотна от Беркакита до Нижнего Бестяха составляет 795 километров. Уже в конце этого года, в начале следующего, сюда начнут ходить и пассажирские поезда. Сейчас в Якутии услугами железных дорог в среднем за год пользуются 80 тысяч человек. Ежедневно пассажирский поезд курсирует от Тамота до Нерюнгри. В его составе отправляются прицепные вагоны в Москву, Хабаровск, Благовещенск и Тынду. Станция Нижний Бестях еще не открыта официально для пассажирских перевозок. Но, по словам железнодорожников, это случится в скором времени. История строительства железной дороги сюда, до станции Нижний Бестях, это, конечно же, история беспримерного подвига. Подвига молодых людей, которые почти 40 лет назад от БАМа пошли сюда, к Якутску. В честь Дня железнодорожника на станции Нижний Бестях открыли памятник паровозу. Заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям. Приезд пассажирского поезда в Нижний Бестях – знаковое событие. Официальное открытие станции поможет удешевить стоимость доставки грузов до Якутска и увеличить пропускную способность железных дорог. Но важна не только экономика. Исполнится мечта и цель нескольких поколений строителей-комсомольцев. Это колокол наших сердец молодых. Байкала, Амурская, магистраль. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутия. День за днем.
Участники всесоюзных строек – настоящие смельчаки. С их подвигами ничто не сравнится. Прокладывали железную дорогу, открывали неизведанную Якутию. Покоряли регионы альпинисты. Достаточно вспомнить итальянца Симоне Моро, который этой зимой взобрался на пик Победы в Момском районе. От иностранцев не отстают наши экстремалы. Якутянам подавай самую высокую вершину Европы – Эльбрус. По силам ли ноша и чем живет альпинистское движение в регионе, знает Кристина Якупова. Любовь к высоте у Анны со студенчества. Первые вершины покорила спустя 3 года тренировок. В копилке Кадарские, Киргизские и Горно-Алтайские горы. В первую очередь это отдых, это эмоциональный отдых. Физическая нагрузка там очень большая, большие заброски, груз, все ты несешь на себе, весь бивак, все снаряжение. А так это ради вот этого ощущения, когда ты поднимаешься, высоты. Ну, это просто кайф, адреналин. Покорять вершины можно и в городе, на скалодромах. Этих занятий спортсменам достаточно, чтобы подготовиться к любым стартам. На спортсмена надевается специальное спортивное снаряжение. Оно цепляется на карабин, к которому крепится веревка. Как правило, она выдерживает до 5 тонн груза. Главное, чтобы желание у человека было и голова на плечах в первую очередь. Когда в горы ходишь, не обязательно трудно то, что они трудные. Бывает то, что и очень легкий маршрут может показаться таким трудным, а запоминающиеся они все. А вот нюрнбергские альпинисты покорили этим летом высочайшую точку Европы – западную вершину горы Эльбрус. Это лыжный поход на Самокильский цирк, где мы попали в экстремальную очень ситуацию. И мне это было на руку, потому что я хотел проверить, как они будут действовать, как они будут выживать в такой ситуации. Игорь Ледов, руководитель туристического клуба, выстроил тактику восхождения так, чтобы сильно не нагружать парней. В моменты горной болезни старался быстрее поставить на ноги команду. Давил на самолюбие ребят, старался поднять боевой дух. Парни начинали бороться и быстрее адаптировались к все большей и большей высоте. Первые разы штурма не удались из-за погоды. Ветер достигал. Точно не помню сколько, но там с ног сдувало. На 9-й день восхождения нюрнбергцы пошли на штурм вершины. 12 часов непрерывного восхождения, ветер и снег. Яркий момент победы – вершина взята. Было тяжело, конечно, но останавливаешься, передыхаешь, идешь дальше. Все хорошо, любуешься видами, очень красиво все было. Удовлетворение получаешь от того, что ты это сделал, цель достиг. Восхождение на Эльбрус команда нюрнбергцев посвятила памятной дате – 75-летию одного из самых крупных сражений в истории человечества – Курской битве. Дальше новые цели. Команда планирует в память о 75-летии снятия ленинградской блокады попасть в Южную Америку и подняться на самый высокий вулкан – Охос-дель-Саладо. Альпинизм доступен каждому. Фестиваль экстремального спорта и туризма «Еланка-2018» собрал на скальном полигоне Хангаласского района 200 любителей активного отдыха. Год назад «Еланка-2017» вошел в десятку лучших и самых ожидаемых событий спортивной жизни России. Я приехала сюда 2-й год. Мы приезжаем командой CrossFit. Первый раз приехал, интересно же полазить тут, посмотреть. Классно же побегать по лесу тут, погонять с ребятами, познакомиться, интересно. Соревнования проходили по 4 этапам: трейл-раннинг, гонка на байдарках, фри-роуп, стрельба из пневматической винтовки и, конечно же, скалолазание. Мне еще выше подниматься или нет? Человек, который хотя бы раз был в горах, оставил свое сердце там навеки. Смысл жизни для каждого альпиниста – покорение новых высот. Взятая вершина – это лишь стимул к дальнейшему преодолению высоты, трудностей и себя. Кристина Якупова, Якутия день за днем. Нюрнбергским экстремалам даже не нужна экипировка. Просто помост и вода. А в некоторых случаях еще спасательный жилет. В столице Южной Якутии прошел фестиваль Дальнего Востока по водному экстриму. В качестве площадки пляж водохранилища Нюрнбергской ГРЭС. Участники прыгали, ныряли, иногда взлетали. На площадках фестиваля побывала и наша съемочная группа.
В водохранилище Нерюнгринской ГРЭС впервые проходит фестиваль экстрима. Площадка разбита на несколько зон. Солнечная погода – плюс для спортсменов. На первом чемпионате по водному экстриму десятки довольных зрителей. Здесь у нас соревнования по автозвуку в дисциплине СПЛ «Давление звука». И мы узнаем, кто нам не дает спать по ночам. Кто громче, выясняют владельцы 13 автомобилей. Показывают возможности существующих аудиосистем и последние технологические новинки. У меня акустика на компонентах Урала. Пару месяцев собирал ее. Вроде качает. Вытаскивается весь салон. Проклеивается шумовиброизоляция. Протяжки проводятся. Куча аккумуляторов мощных. Ну и это можно до утра перечислять. Оценить качество звука помогал специальный прибор. Он измеряет частоту децибелов. У новичков одна попытка, чтобы показать мощь сабвуферов. Двери автомобиля закрыты. У опытных участников замеры при открытой машине. В итоге абсолютным чемпионом с показателем 149,8 дБ стал Сергей Стасюк. Для него это уже вторые соревнования. Мероприятие хотелось бы, чтобы побольше проводилось. Будем участвовать дальше. А здесь у нас самая фееричная зона. Соревнования по клифф-джампингу, прыжки в воду с 4 и 8 метров. Но есть одно «но». Участвовать в них могут только лица, достигшие 18 лет. А прыгать с 8-метровой высоты могут только специально подготовленные спортсмены. Для экстремального спорта не нужна дорогостоящая экипировка. Клифф-джампинг это подтверждает. Здесь одна небольшая ошибка может стать фатальной. Однако это не мешает опытным прыгунам выполнять в момент падения различные кульбиты. А я начал заниматься в 10-м, по-моему, классе, года 3-4, максимум. Но все это началось от того, что я посмотрел фильм «Ямакаси» и захотелось там прыгнуть с забора, потом откуда-то еще. Потом узнал, что такое сальто, начал учиться, учился сам. Каждый элемент требует особой концентрации. И когда ты делаешь сальто и задумываешься, ты просто падаешь. Поэтому надо очистить мозг и с чистым разумом просто все делать. Попробовав прыжок на вкус, уже не можешь остановиться, говорят экстремалы. Чистый адреналин. Блоп-джамп – это водяная катапульта, на которую ты садишься, вытянутый в надувной цилиндр и выпуливаешься на 8 метров в высоту. Это новая разработка для активного вида отдыха, моря позитива и адреналина. Принцип прост. На дальнюю часть подушки садится человек, второй прыгает с вышки на ближний край. Экстремал в буквальном смысле взлетает на несколько метров вверх, затем приземляется в воду. Вау! Если честно, я никогда ничего подобного не испытывал. А сегодня я, не делая никогда классическое сальто, бомбанул арабское сальто. К блоп-джампу очередь. На Нерюнгринском водохранилище подобный аттракцион впервые. Эмоции от фестиваля по водному экстриму переполняют нерюнгринцев. Приехали специально на мероприятие. Бываем только по праздникам. Хотелось посмотреть, что сегодня вот здесь будет. Молодцы. Организаторам 5 с плюсом. Что такое мероприятие надо проводить вообще постоянно, потому что молодежь самовыражается. Такое начинание нужно поддерживать, чтобы в дальнейшем оно процветало, потому что надо привлекать в наш район не только рабочую силу, но еще и креативную молодежь. Екатерина Павлова, Александр Цыбикова, Аяла Мосов, Сергей Козюра. Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. Смотрите телеканалы национальной вещательной компании «Саха». До свидания.